Пушистым ковром мышевидным грызунам неплохо живется, тем более на сельхозугодьях есть чем полакомиться. Безобидные на первый взгляд мыши могут нанести огромный вред посевам зерновых культур. Такие риски, чтобы их минимизировать, оценить заранее стараются специалисты регионального филиала Россельхозцентра. Агроном Абдул-Вахид Цукумов из своего опыта знает, определить примерное количество грызунов из-за снега не получится, надо, чтобы он растаял. Сейчас снег начнет сходить, да, уже будет норы появляться, будем смотреть, и будет все выходить и работать, обрабатывать. В борьбе с грызунами все способы хороши, но специалисты Россельхозцентра применяют в основном самый действенный. Рабочей бригаде из нескольких десятков человек приходится вручную заполнять норы отравленной пшеницей. Зерна заранее обрабатывают такими препаратами, как бактукумарин, инсектицид, селитра и другими. Ведра набирает этот бактукумарин, берут ложку, кидают в норку. Люди ходят и закидывают. А потом они между собой сообщают, заражаются и погибают. В сельхозпроизводственном растениеводческом кооперативе АМА борьбу с грызунами ведут каждый год. Без этого урожай не взрастить. Маленькие полевки в сутки поглощают количество еды почти равное собственной массе. Это многоядные вредители, они вредят круглый год. И в зиму, и летом, и осенью. Вот когда снег сойдет, если надо выезжать, когда у нас благополучно окна будут в зимний период, выезжать, смотреть, обследовать. Если превышает экономический порог вредоносности, и даже в некоторых случаях не нужно ждать, пока превысил этот экономический порог вредоносности, мы видим, замечаем, что уже отмечается массовое заселение данным вредителем, то необходимо проводить обработки. В основном мы занимаемся химическими обработками, мы работаем изоцином. Желательно, конечно, чтобы эти препараты совмещали бы с биологическими препаратами, чтобы был бы более лучший эффект. Как заверили агрономы, чтобы предотвратить нашествие грызунов, надо соблюдать севооборот и использовать агротехнику. На этом участке второй год подряд сажают только пшеницу. На данный момент засеяно 11 гектаров. Убрав с поверхности немного снега, можно увидеть первые ростки, которые по оценке специалистов растут хорошо. Очень важно отметить, если у нас узел кушения, если ниже узел кушения растение будет срезано, все, оно больше не вырастет. Если выше узла кушения, то растение вырастет, но тем не менее это повлияет отрицательно на урожайность. В октябре прошлого года в Ингушетии из-за благоприятных климатических условий количество мышей резко возросло на угодьях Сунжинского и Малгобекского районов. Но всходы удалось обезопасить за счет своевременной обработки полей, и вред хозяйствам был причинен небольшой. В Россельхозцентре советуют аграриям после холодов сразу начинать обрабатывать свои угодья, чтобы спасти будущий урожай. Идрис Ижиев, Абдул-Маджид Халухоев, Мухаммад Дарсигов, Новости 24.